Уважаемые главы государств, уважаемые участники заседания, сердечно приветствую вас в нашей столице, городе Бишкек. Желаю всем участникам саммита приятного и запоминающегося пребывания. Уверен, с учетом проведенной масштабной и плодотворной подготовительной работы, наша сегодняшняя встреча пройдет весьма успешно. Пользуясь случаем, поздравляю казахстанскую сторону с успешным проведением президентских выборов. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, ваша победа на выборах стала свидетельством большого доверия казахского народа выбранному вами политическому и социально-экономическому курсу. Желаю вам доброго здоровья и дальнейших успехов в вашей государственной деятельности. А братскому народу Казахстана мира и процветания. Уважаемые коллеги, на только что состоявшейся встрече глав государств, членов ШОС, в узком кругу мы утвердили повестки дня саммита и перечень подписываемых документов. Мы обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности организации и международной повестки дня. Подвели итоги проведенной работы по практической реализации договоренностей, достигнутых на саммитах ШОС в городе Циндао в 2018 году. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить генерального секретаря Владимира Имамовича Норова и всех, кто напряженно в течение года работал по подготовке принимаемых сегодня документов. Уважаемые коллеги, в условиях меняющейся международной обстановки ШОС демонстрирует мировому сообществу новый формат международного взаимодействия. Каждое государство имеет свой голос, и решение принимается согласованно. Открытость нашей организации делает ее привлекательной. С каждым годом расширяется ареал ШОС. Занимая огромное пространство в Евразии, следуя принципам Хартии ШОС и Шанхайскому духу, ШОС сможет и в будущем стать платформой для построения многополярного мира. Мы вместе формируем центры принятия согласованных и ответственных и значимых решений в Евразии. Разрешите подвести краткие итоги за время прошедшего саммита Циндао и обозначить наше видение в отношении дальнейших перспектив. Прошедший год продемонстрировал незыблемость основных принципов ШОС. Мы показываем пример взаимопонимания и сплоченности, формируя новый облик международной организации. Он полностью соответствует общепризнанным целям и принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и других документах ООН. Активная работа была проведена по всем направлениям деятельности организации. В сфере обеспечения безопасности в регионе мы можем отметить дальнейшую эффективную работу региональной антитеррористической структуры и вступление в силу Конвенции по противодействию экстремизму 2017 года. Повестка ШОС имеет много общего с повесткой ООН. Это и вопросы безопасности, и вопросы экономического развития, и вопросы человеческого измерения. Продолжается эффективное сотрудничество с международными структурами в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе со структурами ООН. В ноябре прошлого года нами проведено специальное мероприятие высокого уровня ООН и ШОС. Сотрудничество во имя укрепления мира, безопасности и стабильности. Краеугольным камнем в этой области является решение афганской проблемы. Мы с удовольствием можем отметить действия афганских властей, а также активизацию включения ШОС в решение данной проблемы. Это отразилось в итогах прошедшего в апреле текущего года в Бишкеке очередного заседания контактной группы ШОС Афганистан и проекте дорожной карты, который будет подписан на полях сегодняшнего саммита. Экономические преступления, как правило, носят транснациональный характер. Это тесно связаны с наркоторговлей, контрабандой, отмыванием доходов, добытых преступным путем. В конечном итоге они представляют угрозу для безопасности государств. Кыргызская сторона предлагает создать орган ШОС по борьбе с экономическими преступлениями. В
В современных условиях угрозы, исходящие из интернет-пространства, являются реальными угрозами безопасности государств. Все чаще имеет место случаи, когда непроверенная, а зачастую заведомо ложная информация тиражируется и формирует негативный фон. Усиливаются угрозы использования IT-технологий в преступных, террористических и военно-политических целях. В этой связи мы считаем, что обеспечение информационной безопасности должно стать важным вопросом повестки дня ШОС. Важно взаимодействие и в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, а также построение системы межрегионального сотрудничества. У ряда государств-членов ШОС есть большой накопленный опыт в этой сфере. Уважаемые коллеги, Кыргызстан уделяет особое внимание реализации задач, поставленных в стратегии развития ШОС до 2025 года, где особый акцент сделан на экономическую составляющую. Важно дальнейшее углубление транспортно-логистических связей между государствами, которые включают и государства-наблюдателей. В этом контексте мы выступаем за скорейшую реализацию проекта по строительству железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Предлагается продолжить консультации по созданию банка развития ШОС, в том числе в плане перехода к расчетам в национальных валютах. Сейчас большую роль в развитии экономической составляющей ШОС играет Международный деловой совет и межбанковское объединение. Мы должны принимать практические меры по углублению делового сотрудничества предпринимателей наших стран, поощрять участие заинтересованных правительственных структур и деловых кругов в реализации совместных проектов, имеющих интеграционный потенциал. Важно стимулирование производств, создающих региональные цепочки добавленной стоимости. Развитие аграрного сектора, производство и переработка экологически чистой сельскохозяйственной продукции, зеленая экономика является приоритетным направлением нашей совместной деятельности. Считаем важным расширение международных связей ШОС с региональными экономическими интеграционными объединениями. В этом контексте видится широкая перспектива реализации сотрудничества в формате ШОС и ВРЗС. В целях укрепления торгово-экономической составляющей мы провели масштабный бизнес-форум на тему «Расширяя границы сотрудничества ШОС». Также хотел бы отметить форум женщин и медиафорум стран ШОС. Культурно-гуманитарные связи между народами наших стран являются основой межгосударственных взаимоотношений. Важно принять меры по туристическому и гуманитарному обмену между государствами ШОС, знакомству с культурой и ценностями. Активная деятельность молодежного совета ШОС вселяет надежду, что будущее ШОС в надежных руках. В период всеобщей глобализации все большую актуальность приобретает вопрос ценностей современного мира. Самоидентификация народов и этносов мира, их роль в истории человеческой цивилизации. В этой связи нами выдвинута инициатива о создании культурно-интеграционного центра стран ШОС и стран Шелкового пути. Учреждение центра внесло бы весомый вклад в развитие и усиление культурно-гуманитарных связей на пространстве ШОС. В рамках нашего председательства сотрудничество в области здравоохранения, физической культуры и спорта получило дополнительный импульс. С удовлетворением отмечаю установление тесных контактов между Куньминским и Сукульским марафонами ШОС. Один из главных вопросов, поднятых нами во время нашего председательства, создание механизма межпарламентского сотрудничества государств-членов ШОС. Это позволит раскрыть огромный потенциал совместной деятельности в данной области. Предстоящий год должен стать подготовкой к юбилейной дате 20-летия ШОС. Выражая надежду, что в новое десятилетие ШОС войдет прагматичной, динамичной и созидательной организацией. В заключение хотел пожелать больших успехов российской стороне, которая будет председательствовать ШОС. Со своей стороны мы готовы оказывать всяческую поддержку
совершенствования деятельности нашей организации. Благодарю за внимание.